Исян Меседуслаар. Всем здравствуйте! Это канал Татарский вперед. Меня зовут Алсу, и здесь мы изучаем татарский язык. За последние пару недель я дважды побывала в Республике Башкортостан. И знаете, это то место, куда хочется возвращаться снова и снова. В первую очередь меня приятно удивило качество дорог. Отличное покрытие европейского стандарта. Ехать вот так по трассе, наслаждаясь бескрайними просторами, отдельное удовольствие. Для нас, татар, Башкирия – это не просто соседний регион, а место, с которым нас связывает тысячи нитей. Начиная от общей истории в составе Волжской Булгарии до попыток создания Татаро-Башкирской республики после революции. Мы всегда жили в мире и согласии. И сегодня я хочу рассказать больше об этом прекрасном народе, поделиться своим мнением и рассказать, как прошла моя поездка. В первую очередь поговорим о языке. Многие спрашивают, поймет ли башкир татарина? Башкирский язык – это особенный язык. В моем понимании он находится где-то в середине между казахским и татарским языком. В нем присутствует чуть больше грубых, степных, мужских звуков, чем по сравнению, например, с татарским языком. Знаете, я провела интересный эксперимент. Находясь в Башкирии, в заведениях, на улице, с людьми, я старалась говорить только на татарском языке. И знаете что? Все получилось. Меня отлично понимали без перевода, с полуслова. Это доказывает, насколько наши корни общие и как нас объединила история. А теперь самая необычная часть. Замечали ли вы когда-нибудь, что у башкир присутствуют почти японские черты лица? Тонкие линии, разрез глаз. И это не просто моя догадка. Существует отдельная теория, поддерживаемая некоторыми учеными. Исходя из нее, Южный Урал и был той колыбелью, откуда тюркские народы начали свою великую миграцию. Они дошли до самых островов и стали основой японской нации. Обратите внимание хотя бы на башкирский курай. Его устройство, его звук очень напоминают японскую флейту. А как же кодекс чести и уважения? Башкиры славятся как бесстрашные воины и защитники. Смелость, верность и связь с землей у них в крови. Башкирия – это республика лошадей. Приехав сюда, не сесть в седло просто невозможно. Когда ты скачешь на лошади по этим бескрайним полям, начинаешь ощущать ту самую свободу, о которой говорится в башкирских песнях. Для башкирского человека лошадь – это не просто транспортное средство, а продолжение его души. Ну и, конечно, памятник Салавату Юлаеву над рекой Белой. От его масштаба захватывает дух. Салават Юлаев – поэт-импровизатор, народный герой и воин. В его образе собирается вся суть башкирского народа. Сочетание тонкой поэтичной души и невероятной силы. Следующей остановкой стал Национальный музей Республики Башкортостан. Я провела небольшое исследование, а не просто рассматривала экспонаты. Я пыталась найти, чем башкирские и татарские народы схожи и в чем заключается их уникальность. Например, женские нагрудные украшения. У татарского народа они более массивные и монетные. У башкир же более ажурные, с кораллами и подвесками. Да, визуально они выглядят чуть по-разному, но общий смысл, красота, оберег и связь с родом общие. Я обратила внимание на карты, вывешенные в зале, и посмотрела, как наши народы кочевали. Они перемешивались, одни и те же роды перемещались по нашему и по вашему берегу.
Таким образом, музей еще раз напомнил, что башкиры для нас – это не просто соседи. Мы оба тюркские народы. Мы прошли через ордынское иго, царскую эпоху и советское время. Наши радости и боли очень похожи. Когда я смотрю на старинные башкирские вещи, я чувствую что-то близкое и родное для себя. Знаете, что еще интересно? В Башкирии огромное количество певцов, поэтов, исполнителей эстрады. Уфа – город очень современный. Гуляя по его улицам, ты чувствуешь это тонкое сочетание истории и прогресса. Башкиры любят свое, гордятся своим, и это вызывает огромное уважение. Таким образом, данная поездка в очередной раз напомнила мне о том, как важно понимать соседей и осознавать свои корни. Башкиры – удивительный народ. Волевой, гордый, но при этом очень гостеприимный. Мы разные, но в этом и есть наша сила. Напишите ваше мнение. Были ли вы ранее в Республике Башкортостан? Можете ли вы подтвердить то сходство, о котором я говорила сегодня? Татарзар һәм башкорттар. Тугандаш халыктар. Без бергә. Без көчле. Но мы продолжаем осваивать прекрасный татарский язык. Если вы не знаете, с чего начать изучать татарский язык, мой видеокурс для начинающих «Татарский язык с нуля» – отличный вариант для вас. Занимаясь по нему дома самостоятельно всего 5 минут в день, вы сами ставите базу татарского языка, а значит готовы к новым коммуникациям. Всех продолжающих продвинутых приглашаю на онлайн-занятия для реальной языковой практики. Вся информация в комментариях. Орызда уңышлар, друзья! Всем удачи!